Дорогие украинцы, сегодня, 28 июня, это большой государственный праздник, День Конституции Украины. Конституция – это основной закон государства, провозглашающий его независимость. С того момента, с 28 июня 1996 года, как первая Конституция Украины вступила в силу, украинцы начали строить новое независимое государство. Сегодня Украина находится в состоянии войны. Отстаивать свои права, свою родную землю от российских оккупантов. Мы, чеченцы, желаем скорейшей победы, желаем мира и процветания Украине. Пусть у каждого украинца будет масса поводов для гордости родной страной. И у вас есть такой повод. Вы встали сегодня на защиту всего человечества от зла, которое терроризирует весь мир. Все люди, которые любят мир, стояли и будут стоять рядом с вами. С праздником вас и скорой победы, нашей общей победы. Я также хочу присоединиться к поздравлениям Анзора Масадова. Поздравляю наших украинских друзей с национальным праздником Дня Конституции и желаю скорейшей победы украинскому народу над Россией и над Российской империей. В связи с тем, что война в Украине оголила имперскую сущность российского государства, которое сегодня в мире воспринималось как современное демократическое государство, хочу отметить, что чеченцы и украинцы имеют единство судеб. И украинцы, и чеченцы в истории всегда противостояли российской агрессии, а также другим агрессивным соседям. И чеченцы, подобно украинцам, были подвергнуты геноциду со стороны российского государства. Мы знаем о Голодоморе 30-х годов, и мы знаем о депортации чеченцев в Среднюю Азию и Казахстан в 40-е годы. В начале 90-х чеченцы стали альтернативным политическим центром Кремлю. Сегодня Украина является явным альтернативным политическим центром Кремлю и готова притянуть соседние государства региона, объединить вокруг своей политики, вокруг своей антироссийской политики, вокруг политики свободного демократического народа и государства. И ряд этих аналогий можно было бы продолжить. Но сегодня, так как Чечня все-таки проходила этап противодействия российской имперскости чуть ранее, некоторые аналогии помогли бы Украине извлечь полезные уроки в своей войне, в своем противоборстве Российской империи. Мы знаем, что военные аналогии, они прекратились после первого этапа войны в Украине, когда парадная часть агрессии России оборвалась тем, что стало невозможным взять Киев. И Россия подступила ко второму этапу, также неудачному, но мы наблюдаем одинаковые этапы, несмотря на то, что война стала разная. Война в Украине и в Чечне, они стали разные. А этапы повторяются. Когда не стало возможно взять одним штурмом Грозное, также российские войска бомбили мирные населенные пункты, убивали безвинных людей, бомбили больницы, школы, детские сады. То же самое повторилось в Украине. Также российская военщина стала терроризировать мирное население, пытать, занималась мародерством. Это все было сделано для того, чтобы сломить дух сопротивления воинов чеченских в те годы. И сегодня это делается с такой же целью — сломить дух украинских воинов. И проходя эти этапы, сегодня мы можем сказать, что следующим этапом для Украины может стать, если допустит украинское руководство повторение минских переговоров, то есть нельзя допустить Минска-2, потому что Чечня, когда в силу большой разницы в противостоянии сил согласилась пойти на фасилитовские переговоры, Россия использовала это как шанс для перегруппировки и для того, чтобы воспользоваться проблемами разрушенной страны, проблемами чеченского внутреннего противостояния, и вновь вошли в Чечню, используя коллаборантов. Украину могут ждать такие же последствия, если руководство Украины допустит
допустить переговоры по типу Минска. Вот это то, что мы хотели бы сегодня довести до украинского народа. И у России есть другой фронт информационный, в котором она, к сожалению, всегда переигрывала чеченцев. У нас, у чеченцев, есть пословица: когда медведица решила съесть медвежонка, она измазала его в грязи. И российская пропагандистская машина, перед тем, как пойти с открытой оккупацией против какого-либо народа, она начинает вести информационную войну, демонизируя предстоящего врага. Так было в Чечне. Перед Первой войной нас называли мафией, а перед Второй войной нас называли террористами. И это согласовывалось с международной политикой борьбы против терроризма. Сегодня также на протяжении 8 лет Россия демонизировала украинский народ, называя их нацистами и бандеровцами. И она имела успех в этой пропагандистской войне. Но мы видим, что украинская армия информационного фронта добилась некоторых результатов в противостоянии российской пропаганде. Хотя у российской пропаганды есть свои успехи в европейских странах. Нельзя допустить, чтобы Россия имела хоть какие-либо успехи ни в информационном, ни на военных полях сражения. Потому что, закрепив хотя бы номинальный успех, Путин приступит к дипломатической части агрессии, начнет переигрывать украинцев на дипломатическом уровне. И обязательно, несомненно, Россия, будь там во главе Путин или какой-либо другой руководитель, они вернутся, чтобы завершить начатое. Вот это пожелание, которое мы хотели бы довести до украинских братьев, с тем, чтобы быть хоть как-то полезными. И мы должны быть едины в нашей борьбе против единого врага, который не дает нам жить спокойно нашей жизнью в соответствии с нашей культурой, с нашими традициями, с нашим мировоззрением, вмешивается в наши национальные интересы. И поэтому у нас есть призыв к украинцам объединиться в борьбе против единого врага. В этой связи хотелось бы отметить роль Верховной Рады Украины и то, что была создана межфракционная депутатская группа из 10 депутатов. Спасибо всем этим депутатам, которые создали эту группу под названием «За свободный Кавказ». Это однозначно очень важный шаг на пути к нашим объединенным усилиям против России. И хотелось бы отдельно поблагодарить Алексея Гончаренко. Спасибо. Огромное спасибо от нас, чеченцев, всем политикам, депутатам, средствам массовой информации Украины, которые говорят правду о событиях на чеченской земле. Только пролив кровь чеченцев, Россия пришла убивать украинцев. И уверен, что Россия не остановится на этом, если мы ее не остановим вместе. Спасибо депутату Верховной Рады Алексею Гончаренко, который высказал позицию по русско-чеченской войне, по геноциду чеченского народа со стороны России. Признание сегодня Украиной оккупации Российской Федерации Ичкерии, а также геноцида чеченского народа поможет нам в борьбе против общего врага. Мы за свободный Кавказ, мы за свободную Украину. А также мы хотим озвучить в очередной раз нашу позицию чеченцев. Мы были, будем за Украину и будем до конца стоять вместе с украинцами и стоять до полнейшей, скорейшей победы. Мы благодарны украинскому народу, украинскому руководству, отдельно взятым украинским политикам за понимание чеченской проблематики, за то, что вы знаете разницу между чеченским народом и путинскими пехотинцами. Мы сегодня, как два побратима, должны совместно, общими усилиями идти к победе над нашим общим врагом. Слава Украине! Героям слава!